населения принимают участие депутаты Губарев, Романов Никита Иванович, Макаров Вячеслав Сергеевич. Коснуться выборов, то нужно пересмотреть реформу, вообще-то сделать реформу избирательную выборной кампании. У нас два закона, которым мы руководствуемся. Ну, прежде, 3. Конституция Российской Федерации. Второе, о гарантиях прав избирательных при проведении выборов и референдумов. И закон о выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Вот только эти, значит, законы должны определять все нормы избирательные на начало, подведение итогов и так далее. Мы убедились, что административный ресурс продолжает действовать и продолжает незаконно вести работу с избирателями. Теперь по итогам, вот это прежде всего наказывает, теперь по итогам выборов. Патриотические силы во главе с Коммунистической партией Российской Федерации, Центральным комитетом одержали морально-политическую победу. Депутатов стало в новой Государственной Думе 8-го созыва стало 57 депутатов. Прежде всего я хочу поздравить, вот здесь актив собрался, поздравить население нашей республики, которое, несмотря на огромное давление, административное, огромное давление, прежде всего от руководства, своих коллективов, от власти в том числе, на местах то же самое, там еще им было труднее, когда бок о бок с тем же руководством работает. Несмотря на огромное давление, народ у нас выразил свою волю свободно и так, как он считает нужным, к чему призывала Коммунистическая партия Российской Федерации. В стране нужны перемены, перемены нужны за социализм, народовластие, за власть народу и собственность народа. Эту программу Компартии поддержали повсеместно. Мы с вами народ, и мы в этом принимали самое непосредственное участие. Проголосовал за КПРФ 35% голосов. Это выше на 2 и больше процента, чем Единая Россия. Они остались далеко позади. В районах, в 11 районах из 35 заняли первое место. Очень много здесь, когда у них была, власть, была надежда на то, что сельские районы проголосуют, там больше послушать власть. Несмотря на их тактику, они, значит, очень бросили большие ресурсы для того, чтобы обещания в очередной раз там построить школу, там построить, значит, детский садик, там километр дороги проложат, там окажут еще какой-то, значит, материальные ресурсы. Но они не говорили, что избираем Государственную Думу, высший законодательный орган, который, и они не говорили, что отменят, значит, частную собственность на природные ресурсы и поддержат национализацию. Они не говорили, что вернут пенсионный возраст, который был 50 женщины, 55 мужчины. Они не говорили, что вернут социальные гарантии, бесплатное образование, бесплатную медицину, пересмотр жилищный кодекс, трудовой кодекс. Они об этом не говорили. Они просто хотели опять отделаться вот этими, значит, половинчатыми мерами, которые нужно решать. Но мы избирали, и народ понял, и вспомнил о своих праве, о своих правах, которые записаны в Конституции Российской Федерации, что высшим проявлением воли народа является власть народа. И они этим воспользовались. И несмотря на эти все ухищрения, проголосовали так, как подсказывает совесть. А совесть подсказала, что нужны перемены. Дальше нельзя согласиться с тем, что огромное расслоение между богатыми, супербогатыми людьми, в том числе и в нашей республике, крупные недропользователи. Руководство получает миллионы и получает 15-16 тысяч. В
в республике богатейшей ресурсами, умеющий трудиться, с такой историей. И 170 тысяч бедных, живущих ниже прожиточного минимума. Более 10% официально, а более 30% безработных. Многие молодые люди не могут найти работу. Нужны перемены. И сегодня будет со всеми этими вопросами, наказами встречаться Геннадий Андреевич Зюганов с президентом Российской Федерации Путиным. И все эти вопросы он очень принципиально, очень конкретно и жестко поставит перед руководителем страны. Если будем вместе, если будем думать о будущем поколении, если будем думать о заветах фронтовиков, которые воевали в 1945 году, одержали вместе с народом победу, они нам завещали не капитализм. Они нам завещали, отдавали свою жизнь не за платное образование. Они завещали нам жизнь свою. Они завещали, чтобы мы продолжили традиции народовластия, чтобы народ управлял страной. И как так получилось, что за 30 лет мы все-таки вот сегодня уже на этих выборах мы показали, что народ дальше уже не согласится с тем, что происходит. И нужны перемены. Нужно создать правительство народного доверия. Нужно освободиться от коррумпированного чиновничества. Нужно обратиться к народу, отменить пенсионную реформу, провести налоговую реформу, провести все вопросы, которые станут прежде всего интересами нашего народа. Я еще раз хочу поблагодарить весь наш актив. Очень мы работали. Им не удалось, если говорили, в следующих выборах, после выборов Павла Николаевича Грудинина, где республика поддержала 27%, мы не дадим объединиться патриотическим силам в республике. И ничего у них не получилось. Мы рядом сегодня с движением за новый социализм, которое возглавляет известный дипломат, известный политический деятель, очень популярный политик, которые вместе с нами, с коммунистической партией, работали на выборах. Здесь Альберт Николаевич Платошкин, который координатор этого движения. Очень активно они работали. Мне тоже хотелось поблагодарить их актив. Поэтому объединились и совместно решили задачи. Победили сегодня Единая Россия в Российской Федерации. И дальше народ будет одерживать победы и на всех выборах. И в конечном счете мы изменим ситуацию. Народ ждет перемен, от нас это очень много зависит.